Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева. Я главный редактор «Кактус Медиа». Мы с вами продолжаем обсуждать реформы в образовании. И сегодня мы говорим об очень важной теме, о конкурсе на должность директоров школ. Наши собеседники – замминистра образования Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович. Здравствуйте, Уланбек. И директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажибаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, Уланбек Эсенбекович, для начала вы нам расскажете, что предлагает Министерство образования вот в этом конкурсе директоров. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 2333 школы у нас в Кыргызстане, и конкурс проводится для 966 директоров школ. То есть, согласно указу, это те директора, стаж работы которых уже превышает за 5 лет. И на сегодняшний день у нас готовится список, уже подготовлен список директоров, которые будут участвовать в данном конкурсе. И разработано положение о порядке проведения конкурсного отбора Национальным центром оценки качества образования НЦОКО при Министерстве образования, это согласно указу они подготовили тестовые задания. Эти тестовые задания, вот я хотел бы, может быть, сказать, что сейчас мне иногда пишут, а можно получить эти тестовые задания, да? То есть вообще никак нельзя. Потому что тут они думают, может быть, кто-то знает меня, кто-то не знает, да, но я прям открыто вот сейчас говорю, что такие вопросы пишут. И сразу хочу сказать, что этих вопросов ни один сотрудник министерства не знает. Этим занимается независимое агентство, которое проводит тестирование. Поэтому писать и просить помощь, чтобы там дали мне вопросы, им вопросы там и так далее, этого никогда не случится. То есть эти я заверяю, и перед ГКМБ мы тоже об этом везде заявляем. Подготовлено, вот я уже сказал, положение о порядке проведения конкурсного отбора. Все положения уже размещены на сайте министерства, переданы в районные отделы образования, в средствах массовой информации. Что еще? Из скольки этапов будет проходить этот конкурс? Значит, первый этап – это сбор документов. Каждый самостоятельно, независимо от заведующих районных отделов образования, независимо от работников министерства, там, от других каких-то ведомств, сам человек, который претендент на должность, вакантную должность директора школы, он подает заявление, все в электронной форме, то есть там копия диплома, копия паспорта, копия трудовой книжки и так далее. То есть те стандартные документы, которые требуются при подаче на работу. Также справка об отсутствии психических заболеваний, документы воинского учета, это для лиц, подлежащих призыву на воинскую службу, и справку о наличии отсутствия судимости. То есть вот эти вот вещи, стандартные документы, это вот первый этап. Потом техническая комиссия, опять же, созданная при Национальном центре оценки качества НЦОКО, они проводят экспертизу этих документов на наличие тех требований, допустим, стаж педагогической деятельности не меньше 7 лет. То есть закончил ли он действительно педагогическую профессию, ну, педагогическое направление. Основная оценка вот в этом идет. Потом следующий, второй тур – это тестирование. То есть на первом туре, после того, как они проверят, соответствуют ли все документы заявленным требованиям, им приходит сообщение, что да, ваши документы приняты, и вы можете участвовать в официальном тестировании. Оно будет компьютерное тестирование, и оно будет проводиться в регионах. То есть техническая группа, она едет в регионе на базе университетов, где мы приглашаем, куда мы приглашаем и средства массовой информации. Это будет онлайн-трансляция всего процесса. Здесь же получается задание, это 60 вопросов по педагогике, по менеджменту, по управлению, по психологии, по возрастной психологии, по IT-скиллсам, по информационным технологиям. И что самое важное, что дается, допустим, час 20 минут, ответ, результаты тестирования моментально выходят каждому претенденту. Единственное, они не знают, конечно, сколько получил сосед или там. Но еще не важный момент, там вопросы, варианты, рандомно компьютер отбирает, там не будет одинаково похожих для, допустим, 6-10 человек будет претендовать, у них будут разные задания. То есть случайный
966 директоров. Мест. Претендентов будет больше. Как будет проходить вот это вот тестирование? Бишкек будет в одно время сдавать? Или это будет одна школа в одно время сдавать? Бишкек будет в одно время сдавать. То есть весь Бишкек, все претенденты на должность директоров школ вакантных? Ну, на сегодняшний день 61 школа в городе Бишкек. Школа. То есть не все. Я понимаю. То есть у нас 88 школ в Бишкеке? Больше. 61 школа, как минимум 61 человек. И все они одновременно будут сдавать? И все одновременно. То есть здесь не будет, что там 5 компьютеров мы поставим в одном классе. Здесь минимум 40 компьютеров в одном классе. И по час 20 это все просчитано. В некоторых регионах будут по 2 дня сдавать. Уже составлен график. И в тот же день будет и апелляция, техническая апелляция. Все это... Так, будет ли учитываться, что директор... Есть у нас в городе одна школа, про которую я хорошо знала. Она, женщина, взяла эту школу отстающей, в которую никто не хотел идти, и вывела ее в лидеры хотя бы в своем районе, в Бишкекском, в микрорайоне, в микроучастке. Будет ли это учитываться? Будет ли учитываться и вот успехи конкретно этого директора на этом месте? Но на сегодняшний день мы говорим, что необходимо дать равные возможности всем принять участие никому не будет дано преимущество. Допустим, если человек много сделал, школы, то есть он повторно может принять. Но он может быть наставником, почему нет? Его никто не убирает со школы, он может быть наставником, он дальше продолжает работать, он как педагог может работать, почему нет? И здесь еще такой вопрос, вот вчера с коллегой разговаривали, тоже с одной из директоров, она говорит, сама сказала, что она жалеет то, что не подготовила себе наставника. То есть каждый учитель в любом случае, да, учитель это наставник. Он наставник молодым учителям. Директор то же самое должен был. А тут получается у нас есть директора, которые всю жизнь хотели только мы и мы. А сама вот эта педагогическая система, педагогическая наука, вообще педагогическая этика, она подразумевает, что ты готовишь не только себя продвигаешь, но и своего наставника, даешь возможность другим после себя. Или в какой-то момент. Сейчас у нас есть директора школ, которые в регионах сказали, все, спасибо, я отработал или отработала, то есть сделала. Теперь с давайте дадим возможность другим молодым. То есть некоторые хорошо воспринимают и согласны быть наставниками. Некоторые вообще предлагают открыть ассоциацию директоров школ, где они в рамках этой ассоциации будут проводить семинары, тренинги по тому же менеджменту, по управлению, по работе с родителями. То есть такие предложения тоже сейчас исходят от региональных школ. Алмаз, как вы думаете, что можно было бы включить, или этих 2 пунктов достаточно, сбор документов, сотестирования? И конкурсе на должность директора? Если мы хотим исключить человеческий фактор, то, естественно, то, что конкурсный отбор, где нет доступа человеческого фактора, не играет, это нужно приветствовать. А общество за все это 30 лет, допустим, недовольны наши граждане уровнем образования, в общем, системой образования, очень много нареканий, да, и тут и коррупционная, и социальная обеспеченность. И поэтому сейчас люди требовали каких-то изменений, реформ, мы сейчас это получаем. Но когда приходится иметь дело на деле, это не всем нравится. И здесь уже влияют разные системы, больше всего недовольные или довольные незнанием такой консервативной системы образования внутри. Да? И я хотел бы это чуть-чуть распаковать, рассказать. Да? Да, если мы боремся с коррупцией, то, что министерство делает без человеческого участия, это нужно приветствовать. Это против коррупционной. Или же, как раньше существовало назначение директоров, непонятно кем и за какие. А мы знаем, допустим, в системе образования мы долго лет проводим мониторинг и даем какой-то анализ, да,
И здесь существует назначение директоров не только в город Бишкек, ну, особенно, конечно, город Бишкек, коррупционная дача взяток для назначения их директорами школ. То есть это вот определенный момент. В регионах это целая лошадь, ну, не знаю, долларов эквивалент, и каждый год они должны каким-то начальникам в области управления образования, они должны отмечаться. Такой налог. То же самое нельзя исключить, что и существует здесь в городе Бишкек. Если мы хотим это убрать, да, чтобы директора школ были действительно эффективны и на равных, то вот этот конкурс нужно приветствовать. Да, как она делается, можно его, конечно, критиковать. Но вот шаги, я понимаю, Министерство образования, но люди требуют изменения, и им некогда было долго ждать, и они вот уходящий поезд, да, они сели и быстро на ходу сейчас все делается, да. Я понимаю, потому что вот то, что в этом положении есть некоторые противоречия, допустим, в конкурсе не могут участвовать 65 лет, ну или пенсионного возраста, что противоречит нашим законам. К примеру, противоречие закону государственных муниципальных служащих, к примеру, 2021 года, да, там есть 65 лет ценз, то есть не могут быть, но это государственные муниципальные должности, а должности структурных подразделений Министерства образования, как ректора, как директора школ, да, и другие, кроме центрального аппарата управления, 300 с чем-то лишним человек, все они не госслужащие, то есть на них не действует. Вот это нужно отрегулировать. Ну, я думаю, походы они уберут. Чтобы вот те директора, которые в пенсионном возрасте, при желании могли участвовать. То есть их никто не ограничивает. Ну, вот я извиняюсь, как раз по вот этому. Говорите. Вот пенсионный возраст, да? Мне кажется, это дискриминационно. Во всем мире вот по мере так мы уже убрали, я как раз скажу насчет этого, да, чтобы дальше. Это здорово. Я хотел бы сказать, что мы с гражданским обществом активно сотрудничаем, прислушиваемся. Потом вот это вот положение разрабатывали не только сотрудники министерства, 20 человек в рабочей группе. Здесь и заучи были, и другие работники системы образования. Потом буквально вчера или позавчера мы пересмотрели это положение и издали приказ об изменении, где мы убрали вот этот возрастной ценз. То есть на сегодняшний день он уже без возраста. Без проблем. И Гапыр Мадамидов. Да. И другие наши уважаемые директора могут принять участие. Они смогут теперь принять участие ведущих школ, которые как раз были пенсионного возраста. Да. Теперь я дальше продолжу. Технические возможности, к сожалению, они не успели выделить деньги, я не знаю, да, ресурсы материальные. Дело в том, что я тоже в Министерстве комиссии от гражданского общества, вот Венгрию мы сделали в этом году, самый успешный, без присутствия человеческого, но там было двойное шифрование. К сожалению, этого не будет, но это тоже, как бы если будет наблюдатель, этого не будет, что тесты, ключи никому не делают. Если даже ключи дадут, люди не будут знать, варианты рандомно меняются. То есть, вот я могу это заверить. Национальный центр тестирования, который проводится, они объективно, ну, как бы максимально рандомные компьютеры, у них программа есть такая своя. Вот. Но, к сожалению, мы технически не могли что. Допустим, есть у нас при поступлении для заявки детские сады и школы, как она называется? Электронная очередь. Электронные очереди, да, там огромные деньги вложили, а вот эта система не была применена. То есть не могут претенденты, которые хотят участвовать, одновременно заполнить и прикрепить. Они вынуждены теперь электронные почты министерства высылать, Министерство национальный центр тестирования. Они создают комиссии, вот они тоже меня приглашали туда, и мы будем смотреть вот то, что Улам Мырза сказал, там, что стаж, ну вот все документы ли на месте, диплом, а если у диплома вкладыш, а если нет, то мы их не принимаем, да? Вот эта комиссия, большая работа будет проделана по каждой, ну как бы, но вот если это было, мы автоматизировали бы, намного легче было бы и даже для министерства. Но, к сожалению, вот это финансы не сделано было. Далее, когда вот двойное шифрование понятно, в принципе, можно и не нужно этого, ну, чтобы люди как бы отстали, да, что шифры
фамилии никто не будет знать, кто, и, допустим, я так понял, будет проходить, допустим, вот в Таласском районе сейчас продлили, да, 2 школы, и туда будет подавать. И единственное, здесь, что мы боимся, что директора школ или какие-то группы интересы, они будут всем говорить, чтобы никто не подавал, кроме этого директора. Вот, понимаете, в чем? И средств массовой информации нужно больше распространять о конкурсе, чтобы все принимали, несмотря на вот такое давление существует. Потому что если директор идет в школу, и я, допустим, кто-то захочет туда, а он еще подчиненный, там на уровне зауча или из другой школы в этом районе, а я боюсь, даже районов сейчас или другие заинтересованные в коррупции будут пресекать, чтобы те не подавали конкурс, и конкурс провалился. Вот о чем. И здесь нужно, единственное еще второй, как бы, нужно, наверное, об этом объявить не только в системе образования, да, и вне системы образования. Вот это нужно заявить. Хотя там написано в этом положении так смутно, да, 7 лет работы, да. И кого мы хотим в роли мэра? Кто-то должен быть директор, да? Да, директор в первую очередь. Многие споров, это до сих пор спорят, это менеджеры или узкие специалисты, педагоги. Вот педагог не может быть менеджером, потому что он педагог. А если менеджер, он не обязан быть, ну, как бы, педагогом. Здесь вот такой спор. На Западе, развитых странах, они готовят менеджеров образования, знаний педагогики. Вот симбиоз должен быть. У нас многие директора школы, если мы анализ делали, да, они в большинстве из школьной среды. Они выросли, прошли этапы от учителя, все работы заучами становились, потом директорами становились. Вот эти этапы знают школы. Но иногда менеджерских компетенций у них не хватает. Вот если, потому что мы не готовим менеджеров образования. Вот в этом году МУЦА в Токмаке, которые, да, они готовят лидеров образования, сейчас менеджеры меняется название свое, лидеров в области образования. Вот, ну, они не получили лицензию Министерства образования, но это второй вопрос. Но у нас нигде пока менеджеров образования не готовят. Да, бизнес, для бизнеса готовят, бизнес-администрейшн, для других финансово-экономистов готовят, и остальные, кто хочет быть директором, они должны закончить магистратуру Академии управления при президенте или в других учебных заведениях, как экономическое образование. Вот. В свое время я тоже получил экономическое образование, ну, чтобы руководить или знать представление, иметь в области образования. Да. Поэтому было бы хорошо, если мы готовили бы менеджеров образования, а потом уже, а сейчас, раз мы не готовили, назревает параллельно, нужно их готовить и какое-то задание дать нашим университетам, чтобы отдельно готовили не менеджеров по бизнесу, не менеджеров финансистов, а именно в образовании часами, ну, программу составить часами знаниями педагогики. Сейчас у нас большинство педагогов, они не менеджеры. Все понятно. Вот смотрите, Ламбек Сандеркович, а в каком случае конкурс не состоится? Угу. Может такое получиться, что есть какой-то нижний пороговый балл, как на ОРТ? Есть пороговый балл, мы ставили, значит, если 60 баллов он должен максимально получить, не состоится он в том случае... 60 максимально. То есть наш пороговый балл 60%. То есть 36 баллов он получает и выше, тогда он проходит. Если, значит, набирают меньше 36 баллов, то конкурс не состоялся. Если вообще никто не подал в данную школу, то тоже конкурс не состоялся. Кроме одного или? Вообще никто Нет, вообще никто не подал. То есть обратно... Директор решил, да. Все, не пойду, действующий и больше, директор. и больше никто не захотел. Тоже в этом случае конкурс не состоявшийся. И если конкурсная комиссия все вот эти заявления именно на одну школу посчитала, что не соответствует тем заявленным требованиям. Вот вы же говорите, что будете потом и в дипломах проверять, и вкладыши, и так далее. И вот когда наши комментарии вот в соцсетях говорят, что здесь начнется коррупционная схема, да, но вот смотрите, если в дипломе нету вкладыша, то как может быть комиссия, даже хоть миллион им заплати, они вам вкладыш не сделают. Или, допустим, ту же справку о судимости, там несудимости, да, то же самое. Если ее нет, никто вам из комиссии не закроет глаза и не проведет ваши документы
не даст добро этим документам. Потом, что касается вот менеджмента в образовании. На сегодня, ну, как говорится, никто директорами не рождается, поэтому все когда-то учились, все были. Но в рамках Института повышения квалификации Республиканского института уже много лет преподается предмет, курс менеджмент в образовании. Это вот 72-часовой предмет, где директора школ также проходят обучение. И этот курс бесконечно он обновляется, приглашаются новые тренера, новые педагоги для того, чтобы ввести. Именно те, которые прошли обучение по менеджменту в образовании, имеют такую специальность, окончившие за рубежом. Потом вот на сегодняшний день актуально тендерные, как оформлять тендерные заявки и так далее. То есть по этим курсам тоже совместно с Министерством экономики, у них есть учебный центр, директора проходят обучение. То есть мы, получается, не оставим директоров, новых директоров, там, будущих директоров и так далее. Мы обязательно будем изучать, обучать их. На сегодняшний день, вот я тоже делал как-то пост, что молодые учителя, которые буквально вот год назад стали директорами, там 1,5 года назад, да, есть, мы можем прям пофамильно их назвать, и с донорами работает, и с родительской общественностью работает. Есть директора, которые вот без конца многие организации проводят на базе их школ тренинги для учеников, для учителей. То есть есть и у молодых, хотя их никто этому не обучал. Тот же, допустим, учитель математики стал директором, он и директор. Сейчас один из лучших директоров. Вы мало верите в то, что все-таки можно учить? Не, мы будем обучать их обязательно. А теперь к тому же, сейчас на них столько взглядов будет, что они уже сами будут стараться обучаться. Есть, ну вот, очень много директоров, которые, я же говорю, год, 1,5-2 года, но показывают очень шикарные результаты. Вот смотрите, и все же, если конкурс не состоится, кто будет главой школы, кто будет директором? Нет, пока некоторые у нас районное отдел образования назначают заучей. Вот, допустим, в одной школе директор сказал, все, я не хочу больше работать, я не буду больше работать, но я буду как наставник, остаюсь педагогом, учителем. И он сказал, давайте вот обычно это учебный зауч, который знает, да, зауч по учебной работе. Он исполняет функции в положении пока не директора. Говорится, что будет, если конкурс не состоялся? Нет, в положении этого не говорится. То есть директор будет исполнять ее, или зауча назначат, или что? Ну, то есть директор, директор подал документы, но набрал вот эти 35 баллов. Нет, там другая сказано. Если, допустим, 5 лет, которые по истечении прошли, они будут выполнять функцию, пока новый директор не придет. Ага, он будет все. Да, он все-таки будет. По своему пока желанию. Нового директора не назначит. Если он сам назначается, ну как бы... Ну да, если он пишет заявление об уходе, то тогда там... Да. Я бы вот здесь про компетенции директоров школ, да, которые здесь Улам очень хорошо сказал. Дело в том, что основные компетенции входят, это лидерские коммуникационные навыки, управление человеческими ресурсами, управление финансово-экономической деятельностью, в особенности привлечение денег как фандрайзинг, к примеру, да, вот. Дальше вот, ну, финансово-хозяйственная деятельность, оперативное управление менеджера, да, вот этими навыками, то есть целый цикл. А потом я второй хотел бы сказать, вот, да, они умеют, да, они, может быть, семинары проводят, но результативность школы оценивается совсем другим менеджером, да. Их очень много, ну, я постараюсь их перечислить сейчас, и зрителям, наверное, будет интересно. То, что многие родители думают, вот эта школа, у них там усиленная гимназийская там программа, и что у них уровень образования выше, и они поступают в вузы, да, там, побеждают ОРТ, там, общереспубликанский тестирование и так далее, да, это один из показателей, из многих. То есть это не... Вот зрители, к сожалению, смотрят на них. Я хочу перечислить, вот какой должен быть идеальный менеджер, да, на данный момент. Это успеваемость учеников. Допустим, полностью или 100% заканчивает до 11 класса. Если они уходят с 9 класса, это низкий показатель этой школы. То есть оценка директору или администрации. Это раз. Второе. Доступ к образованию
те, которые у нас много учеников пропускают, особенно в старших классах, не ходят на занятия. Это второе. Ну, я понимаю, это не зависит от директоров, но все-таки. Третье в оценка учащихся, который должен быть срез знаний, независимые делать оценку, да? Вот это третий. Это успеваемость учеников, это отдельная града. Да, текущая успеваемость вот по стандарту. Следующий очень значимый компонент – работа с родителями. То есть на сколько процентов привлекли родителей к общественной работе в школе. Это родители с детьми, там, не знаю, сажают деревья, или родители возле школы утром, как дорожные патрули, да, помогают детям пройти школу. Ну, посмотрите школу, этого работы нету. То есть умение работать, привлекать родителей к работе в школе. Второе, ну там где-то может быть есть, но не важно. Второе, удовлетворенность родителей самой школой по разным критериям, в том числе отношениями своим детям, да, педагогов этой школы или директоров, создали ли они определенные комфортные и безопасные условия. А когда у нас туалет на улицах, сколько процентов горячей воды нету, да, или так далее, да, ну, вот эти рейтинги должны быть. Следующий, самый немаловажный, это вот финансовое привлечение ресурсов, не только бюджетные деньги, и не только родительского комитета, нет, дополнительно от спонсоров, дополнительно от других организаций. Пишет ли он проекты для своей школы, для привлечения, умения вот это писать. И если он привлек определенное количество, то да, вот эти очень много значимых для школы критериев существует. Ну, я вот часть только сказал, да, их можно. И тогда мы могли бы оценить, да, а ведь... И тогда это нужно включать в да, директоров школ, но этот тест это не определить, к сожалению. Ну, а чтобы определить это, да, это должна быть комиссия. Допустим, на Западе. Вы уверены, что хороший директор придет благодаря этому тесту? Их будет обучать, я так понял, да? На второй стадии этим навыкам. Да, будем обучать. Менять хорошее того, кто еще кого нужно обучать. Нет, Наталья, мы еще не говорим, эти директора хорошие. И третий, самый важный, да, доступ к образованию инклюзивных, деликвентных детей, к примеру, трудных детей, как они, чтобы они работали, или особыми нуждами, да, создали. Это же не учитывается. У нас школы, которые гимназии, берут же сливки остальных школ, самых лучших, отбирают себе. Конечно, у них результаты выше будет. А если пролетарские или школы крестьянские, да, возьмем, там здесь вообще провал. Мы сейчас говорим о другой важной проблеме, о которой мы поговорим в рамках другого эфира, потому что сейчас у нас все-таки посвящен конкурсу директоров. Вот, во-первых, часть общества говорит о том, что время выбрано не очень хорошее, сейчас нужно готовить школы, делать ремонт, набирать новых педагогов, а директор будет занят тем, что он участвует в конкурсе, он у нас. Во-первых, ремонт на сегодняшний день уже 90 с чем-то процентов школ закончен. Все ушли в отпуск, и директора и так далее. То есть здесь одно с другим никак не связано. То есть школы подготовлены к новому учебному Школы году? подготовлены. Сейчас мы уже говорим о подготовке к осенне-зимнему сезону. То есть ремонт уже сделан, к учебному процессу они к сентябрю готовы. Так. То, о чем говорит Алмаз Тажибай, что вот не учитывает многие важные показатели вот этот тест. И о чем говорит гражданское общество? Ну, во-первых, мы хотели еще третий тур включить, это собеседование, но мы сразу же это отмели, потому что и рабочая группа, которая состояла из более чем 20 человек, сказала, что это опять будут коррупционные риски и так далее. Поэтому этот момент мы отмели. Но в тех вопросах, насколько я знаю, конкурса,
тестовых заданиях, они включают все вот эти вот знания учителей, знания будущих директоров в области менеджмента управления, они могут себя показать чего-то. Сейчас что-то сумбур получился, но в любом случае, я еще раз говорю, что мы не бросим тех новых директоров, которые придут. Мы уже подготовили и будем отправлять и приглашать экспертов из зарубежных стран, которые именно всю свою жизнь посвятили менеджменту образования. На сегодняшний день мы приглашаем вот по подготовке, мы пригласили сколько там, 5-6 экспертов с Москвы для того, чтобы обучили наших будущих директоров, наших учителей по подготовке к международным исследованиям. То есть какова роль директора в этом отношении. То есть работа ведется, поэтому мы не хотим сказать, что все, если сегодня мы потеряем одного директора, школа умрет на этом, потому что кроме того директора есть еще заучи, есть вообще педагогическая общественность, которая тоже как-то влияла в свое время и сейчас влияет на развитие школы, на профессиональное развитие. Вот смотрите, есть еще одна такое, об одном мы уже поговорили в риске, что директор, пользуясь своей властью, просто не допустит никаких других претендентов к конкурсному отбору. Есть еще в перспективе, не сейчас, сейчас уже понятно, вот эти директора, есть еще другой риск, что главой школы станет тот самый завуч. Директора меняются через каждые 5 лет. А завуч остается. Ну, такой опыт мы имеем и в правительстве имеем, в других странах, поэтому... То есть, и это ничего не изменит. То есть, точно так же директор будет... Не, ну сейчас, мне кажется, должно измениться. А завуч станет вот тем самым дубом, который пророс. Да? Сейчас, мне кажется, должно измениться, потому что на каждого директора сейчас пристальное внимание не только общественности, но и родителей, учеников, поэтому он... Я вот здесь предложил бы, допустим, да, не назначать, если мы хотим ротацию, да, назначать другое, но там проблема в другом. А в районах там очень сложно другую школу, другое село, да, там вот эта проблема. Ну, как-то я не знаю. Но я вообще о назначении директоров в целом хочу. Вот, Министерство образования, если она хотят ответственность взять на себя, завтра, допустим, да, столкнется с проблемами, да, все критики на министра будет. Да, ну, да, критика, ну у нас это правильно. Да, но если, да, я много лет говорю министерству, ну советую, да, вы разрабатываете политику, но реализацию не делаете. Уберите себя реализацию, потому что если школа переполненная, да, она не соответствует стандартам. Да, или ветхие старые школы еще во время войны, до войны, после войны построенные, да, тоже стандартам никаким не выдерживается, да, или нету туалета элементарного, нету воды, да, там 5-10, да, то министр несет. Вот уберите себя, на реализацию уберите себя, и министр огородится, оценку дайте другим. Министерство вот разрабатывает политику, и пусть другие реализуют. Но реализацию этой политики не должен министерство. Сейчас по новой конституции, по закону Кыргызской республики о местном самоуправлении государственной администрации, вся ответственность акиму, главе районной администрации. Сейчас даже раньше, если районно утверждало Министерство образования, сейчас министерство просто предлагает, а району аким он утверждает, то есть прямой кабинет министра, то есть наш председатель кабинета министра, он несет ответственность за социально-экономическое состояние района и, соответственно, школы, за успеваемость. Теперь возьмем, я говорю, убери, есть мировой опыт в развитых странах, попечительский совет, где 1/3, большинство состоят бизнесмены, которые свои кровные деньги вкладывают, и они, естественно, проводят аудит. Их не обманешь, куда дели мои деньги. И они лишних денег даже не привлекут, скажут, не надо этого, да, допустим, каждый год утверждать бюджет, кроме того, что поступает у них по ваучеру или по каким-то, из бюджета. Вторая часть, у них входят очень общественные, такие публичные люди, авторитетные, да, там, из гражданского общества, из правозащитников, из разных сфер, даже депутаты, да, местных кенешей. И 1/3 у них входит представители учительства,
какие-то ученые входят, могут входить, входит туда и местная администрация, и можно совет. Вот если было бы таком, а не в таком виде, как у нас, который коррупционным, родительский комитет назвали попечительским, нет, и отдать полноту. И вот пусть попечительский совет, который утверждает правительство или, я не знаю, на уровне министерства, да, и решает. Допустим, в Украине, в некоторых городах или маленьких, и, на уровне района управляет 30 школами, вот это такой попечительский совет. И фонды, деньги поступают им, а они контролируют, они выдают, через них проходит, через этот попечительский фонд называется, через них финансируют. У нас же многие родители оплачивают этим гимназиям 300-500 сомов, посмотрите, 3,5 тысяч учатся. 2 смены. Да. А окна 100 тысяч долларов школа привлекает в среднем за год. И, конечно, и мы подозреваем, да, есть вот несменяемость этих директоров, возможно, да, возможно. А мы знаем, уже некоторых директоров привлекали за нашу историю, да, к уголовной ответственности, потому что у них были обнаружены какие-то деньги непонятные, не соответствуют его декларациям, к примеру, да. И посмотрите на эти, откуда эти деньги. Значит, они выращивают системную коррупцию. Это все понятно. У нас, к сожалению, истекает время эфира, поэтому вот давайте в заключение мы сформулируем, какой директор, вот помечтаю, какой директор вы ждете, придет в школу в идеале. Алмаз Агай уже сказал, какой должен быть директор. Такого директора мы и ждем. Единственное, хотелось бы сказать, что те, кто все-таки решил дальше не идти, не участвовать в конкурсе, чтобы они принимали активное участие в развитии своей же школы, чтобы были наставниками, и не только новых директоров, но и учителей, заучи, совместно также продолжали конструктивно работать. Когда мы поймем, что вот это решение было удачным или... Все-таки что-то нужно менять в этой системе. Время покажет, в любом случае что-то будем менять, поэтому ничего идеального нет. Сколько времени дает себе Министерство образования? Вы же понимаете, что образование это такая система, в которой ошибка дорого нам обойдется всему обществу. Вот когда придется менять или гордиться тем, что делается сейчас? Мы уже начали гордиться, поэтому мы стараемся, мы работаем. Да, вы гордитесь, а общество? Общество тоже гордится. По каким критериям оно поймет? Вот смотрите, когда мы говорим, что наши в школах вообще система образования умерла, что наши ученики ничего не понимают и так далее. А вот эти вот последние выступления учеников наших на международных олимпиадах, это не, я не имею в виду спортивные, именно научные олимпиады. Вот в Ташкент ездят, в Брюссель ездят и так далее. То есть это тоже говорит о подготовке, о системе образования. Мы не хотим сказать, что все прям умерло у нас. Я бы хотел бы не согласиться, потому что вот это, которые олимпиады готовят, они дополнительно учителя готовят. Конечно. А это не система. Это не система. Понятно, это она как и спортивная. А система, когда большинство, общее количество участников достигает уровня стандартов. Если это не достигает, и менеджер, он должен не только самых лучших набрать и результаты показывать по стандарту, да, а он должен все, которые я перечислил, включая инклюзию, да, там, доступ к образованию, вот это все должны, а не только один критерий, что это один. Нет, это не должно быть. Мы тоже провели анализ, и действительно надо есть... Все комплексно нужно рассматривать. Нет, среди них есть ученики, которые вообще не готовились к олимпиадам. То есть самостоятельно в рамках класса, то есть республиканские наши олимпиады. Это один из маленьких. Один из. Вот скоро Кыргызстан опять примет участие во всемирном исследовании ПИЗа, и вот это покажет нам, на каком этапе, в какой срез знаний демонстрируют наши ученики. Я хотел бы сказать, вот вчера была встреча с министром образования, и как раз вот мы сейчас готовим закон об образовании, и он пошел на встречу нам, и многие вопросы мы решили. И вот он отмечает, Алмазбек Бейшеналиев, министр образования, что оценка школы на системной основе должно быть, допустим, 10% в Эстонии, чтобы и для
менеджеров, то есть чиновников образования, для всех должно быть, что происходит в моей школе, да, или в нашей школе, какой у них успеваемость. И это не только ждать 5 лет один раз ПИЗу или НОДу у нас, достижения, национальные достижения обучающих, учащихся, а должно быть это системный каждый год. У нас есть такой срез знаний, но его должны проводить какие-то независимые какие-то организации, 10% хотя бы, да. Вот в Эстонии хороший опыт. У них проверяют таким образом. И все. Вот это и есть основная критерия успешного менеджера. Он должен обеспечить всех уровень образования поднять одновременно, а не только для каких-то особых детей, которые 10% дотягивают у нас школьный стандарт, да, и их показывают. Нет. Вот я думаю, это основная. А вот все остальные, которые я перечислил, компетентные учителя, да, хорошие учителя, удерживание учителей, работа с там, фандрейзингом, работа с родителями и так далее, они должны играть на это. Поднять общий уровень школы. Вот это очень сложная задача. И результаты, конечно, нам нужно еще дальше улучшать. Вот это первый шаг. Я так понял, да, Министерство образования делает. Вот это нужно поддержать и дальше гражданскому обществу не ждать, а дальше помогать. Насчет опытных директоров, которые Юрий Николаевич, там, Низовский, да, или другие, да, которые действительно подняли Мадамина, нашего школы, да, вот, они могли бы, у нас нет меритократии, они бы возглавляли бы районо. Если такой менеджер пришел в район, и он бы все школы директоров дал бы такое задание. У нас меритократии не существует. У нас непонятно, кто становится районом. Самые лучшие директоры, низовки. Почему он бы не возглавил бы районо, к примеру, да? Где вот эта цепочка карьерного роста нету, и это нужно создавать меритократии. Самый лучший директор школы приходит в районо или в министерстве работает, в отделе дошкольного школьного управления. Отправляется в плохую школу, как вот. Нет, надо повышать их. А он знает же, как поднять, как он поднимал на личном опыте, и этот свой личный опыт распространить на все школы района, к примеру, да? Он должен возглавлять районо, городской департамент образования дальше, да? Вот таким они спускать парашютистов сверху на руководящие должности. И этого нужно пресекать каким-то образом. Все понятно. Спасибо вам огромное. У нас истекает время эфира. Я думаю, мы еще продолжим беседы на различные темы в области реформирования образования. Пока я должна констатировать, что общество настороженно относится к идее конкурса директоров. Они боятся, что сломается то, что сейчас работает. Надеемся, что те реформы, которые предлагает Министерство образования, сработают, и они будут работать на благо развития образования. Спасибо вам, что нашли время, что нашли смелость прийти в эфир «Кактус Медиа». С нами был Мамбетаргунов Ланбек Сенбекович, замминистра образования. Спасибо вам. С нами был Алмаз Тажибай, эксперт, директор Центра анализа государственной политики. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы были с нами. Мы продолжим говорить о реформах в образовании. До новых встреч.